Всем здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуйте, я Татьяна из Финляндии. Тоже слушаю вас. Добрый день, уважаемые участники. Мы начинаем наше мероприятие, презентацию книги «Сборник научных статей. Локальная и региональная история в глобальном измерении. Мир якутской эмиграции между Востоком и Западом». Вести это наше мероприятие буду я, Сидоров Олег Гаврилович, председатель Ассоциации писателей Якутии, главный редактор журнала «Илин». То есть я как бы со стороны, можно сказать, общественности, но я как активные участники нашего сегодняшнего разговора, это, конечно, мир академической науки. Мне очень приятно вести это, наш круглый стол, потому что на самом деле вот эта тема эмиграции – это одна из самых важнейших, мне кажется, если мы говорим о исторической памяти, национальной памяти. Ведь возвращение имен, тем более вот для нашего народа, маленького якутского народа, это с 80-х, с конца 80-х по нынешнее время, в общем-то, это такой долгий процесс. И начинали эту работу и краеведы, и журналисты, и писатели. И мы сегодня всех их вспомним. Но самое важное, народ сохранил о них память за эти годы советских времен, советской власти. Поэтому очень важно, что сегодня вот мы держим в руках этот замечательный сборник, который, мне кажется, такой вклад вообще в историческую науку, и науку о Якутии, о миграции, и то, что вот в самом названии «Мир якутской миграции между Востоком и Западом». Это очень для понимания места и роли вот якутян, Якутии в истории нашей России. Это тоже, мне кажется, для осмысления это очень важно. Ну, в общем, вот таким нашим кратким вступительным словом я уже хотел бы обратиться к директору Национальной библиотеки Республики Саха Сарглане Васильевне Максимовой, потому что библиотека одна из тоже активных участниц вот, этих исследовательских проектов Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирское отделение РАМ. Так что, я думаю, Сарглана Васильевна тоже должна сказать в начале нашего вот мероприятия свое слово. Сарглана Васильевна, вам, пожалуйста. Сарглана Васильевна, так, пожалуйста, мы вас не слышим. Ну, видимо, у нас пока со связью проблемы. Тогда, я думаю, мы дадим слово Наталье Иннокентьевне Поповой, директору Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирское отделение РАН, кандидату филологических наук. Как я уже сказал, вот институт как раз один из основных, можно сказать, ну, авторов вот этого сборника, этой книги. Пожалуйста, Наталья Иннокентьевна. Извините, пожалуйста, Наталья Иннокентьевна, я вас тоже не слышу, не вижу.
Ага, ну, видимо, у нас мы как бы это у нас Zoom, вот такой технологии в 2020 году дали как бы новые возможности, да, и мы, конечно, и сегодня используем, да, потому что в нашем разговоре участвуют не только якутяне, но и из других городов России. Это тоже, конечно, вот, ну, как бы примета времени, но бывает и так, что не всегда удается сразу подключиться, поэтому я думаю, что сейчас Светлана Васильевна, ага, пожалуйста, может быть, вы возьмете микрофон тогда, да? Гостеприимная Ага. хозяйка Мгм. сегодняшней презентации. Прошу прощения, видно, да, меня? Мы сегодня здесь маленьким кругом собрались в библиотеке. А, С большим волнением хочу выступить в поддержку сегодняшнего мероприятия. Для нас это очень серьезная тема. Вообще, думаю, что наш институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, вот во главе с Екатериной Назаровной, Егором Петровичем, начали очень такую сложную, животрепещущую тему интеллектуальной истории Якутии. И в этом плане выход, ну, я считаю, что это выход коллективной монографии, даже сколько не сборника, сегодня очень важен для рассмотрения и для дальнейшего изучения этой темы. А почему Национальная библиотека как бы тоже очень активно вступила для общей такой поддержки этой темы? Мы с 70-х годов начали формировать личные фонды ученых, североведов, и сегодня это воплотилось в совершенно такую широкомасштабную деятельность. И сегодня у нас в фондах не только фонды североведов, а личные фонды интеллигенции, людей, которые делали историю по всем направлениям культуры, науки. И очень важную часть занимает вот фонды, документы людей, которые оказались за пределами своей родины. И здесь вот мы хотели с Екатериной Назаровной рассказать о нашем проекте, который, может быть, еще не так широко известен. Это издание русско-арачонского и арачонско-русского словаря Сергея Михайловича Широкогорова. Очень известная личность в истории науки России. Это, ну, вообще, я считаю, отец русской этнографии, да? Человек, который заложил всю, можно сказать, ну, теоретическую основу изучения народов. И так оказалось, что в нашем фонде сохранились эти редкие рукописи Сергея Михайловича. И мы вот уже 3 года большой международной командой под руководством Екатерины Назаровны работаем над подготовкой издания этих 2 мощных, ну, как бы труда. Если немножко истории, то обнаружила
Людмила Ивановна Миссонова. Она кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнографии имени Миклуха Маклая. И так оказалось, что эти рукописи, они в свое время принадлежали Кунсткамере, и мы нашей командой съездили в Санкт-Петербург и решили издать такой большой командой Кунсткамера, Институт Миклуха Маклая, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов и Национальная библиотека. Уже первый том готов к изданию, подготовил его доктор наук, доктор филологических наук Пивнов, да, Александр Михайлович. Мощная прошла работа в течение почти, наверное, года с научными комментариями. Он сам лично подготовил к печати Арачунско-русский словарь Сергея Михайловича, и сейчас готовится второй том, и я думаю, что в начале 2022 года эти два словаря, два тома увидят свет. Вот такие проекты сегодня у нас происходят. И я думаю, что это не последний наш общий проект. Впереди очень много планов. И я благодарю, опять же, Институт гуманитарных исследований, Екатерину Назаровну за то, что смогли поднять эту мощную тему. Спасибо за внимание. Спасибо, Сарглана Васильевна. Мы ведем наш разговор тоже с интеллектуального центра нашего города Якутска. Это исторический зал Национальной библиотеки и сборник. И Сарглана Васильевна совершенно права. Это коллективная монография. Вышла в серии «Интеллектуальная история Северо-Востока России. Время и люди». Я хотел бы попросить сказать свое слово президента Российского общества интеллектуальной истории, руководителя Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории Академии наук, член-корреспондента Российской академии наук Ларину Петровну Репину. Ларина Петровна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за приглашение участвовать в этой презентации и вообще за тот контакт интеллектуальный, который был осуществлен несколько лет назад благодаря энтузиазму Екатерины Назаровны. И мне хотелось бы сразу сказать, что я поддерживаю все, что было здесь сказано относительно значения этого проекта как для Якутии, так и для института, и в целом для общественности нашей научной. Но мне хотелось бы отметить один очень важный, на мой взгляд, момент. Это не просто дань памяти, это не просто исследование, которое показывает интеллектуальный вклад иммиграции якутской и в целом в историю и в интеллектуальную культуру и Якутии, и я бы даже сказала в глобальном масштабе. Я хотела бы подчеркнуть, что это проект, имеющий гораздо более широкое значение, чем, может быть, в начале он претендовал на это. Дело в том, что в нем, на мой взгляд, это редкий проект, в котором осуществились целый ряд, спектр идей современной историографии. Я подчеркиваю слово «современный», потому что здесь сошлись вместе те новые идеи, новые возможности, новые направления в современной историографии, которые были связаны с познавательными, с методологическими поворотами конца 20-го, начала 21
века. Мне кажется, вот эта апелляция к парадигме памяти, к парадигме пространственного поворота, включение вот тех явлений, которые и тех персон, которые были изучены вот участниками этого проекта, включение их как в локальный, так и в региональный, и в национальный, и в глобальный масштаб. Вот мне кажется, это очень важным на самом деле. И тут вот, я говорю, соединились эти замечательные идеи, связанные с попыткой комбинации или синтеза разных подходов в исследовании интеллектуальной культуры. В этом мне представляется вот такое еще дополнительное значение этого проекта. И, конечно, я могу хотя бы на расстоянии, но тем не менее в постоянном контакте, благодаря современным средствам связи и благодаря участию в семинаре, в круглом столе, который проводился в рамках вот института, я могу судить о том, как осуществляется этот проект. Мне кажется, что вот это, конечно, организация замечательная, во благо которой положены очень многие усилия всех участников проекта и прежде всего Екатерины Назаровны, мне кажется, они заслуживают всяческого одобрения и открывают очень большие перспективы. Здесь было уже сказано о других проектах, которые осуществляются совместно и вот с Национальной библиотекой, но мне кажется, что здесь есть возможность этот проект расширить и включить какие-то элементы, связанные с компаративным подходом. Мне кажется, может быть, выйти немножечко, да, чуть-чуть, да, хотя бы за рамки региона, привлечь людей, которые с тем же энтузиазмом работают в рамках своей региональной истории, и попробовать вот подойти в плане той новой современной компаративистики, которая имеет очень большие, на мой взгляд, перспективы. Вот это такое дополнение, знаете, может быть, такое предложение к участникам проекта и к авторам этой монографии. Мне кажется, это есть какой-то такой задел для будущего развертывания в такой более широкой перспективе. Спасибо большое за внимание. Я поздравляю участников этой монографии с тем, что они сделали, и надеюсь на то, что они сделают еще больше. Спасибо. Спасибо, Ларина Петровна. Вы даже нам как бы дали дальнейшие, да, перспективы развития этого проекта. Мне кажется, поэтому попросим слово такой сказать. Задел для будущего развертывания. Да. Ага. И я думаю, продолжит вот как раз об этом и о проекте руководитель и, как сказали, инициатор проекта Екатерина Назаровна Романова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирское отделение РАН. Екатерина Назаровна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. У меня микрофон включен и слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы очень рады увидеть наших единомышленников, поскольку действительно, когда я начинала проект «Интеллектуальная история», это уже был 2017 год, я очень благодарна многим моим российским коллегам, которые поддержали этот проект, потому что это единственный проект сейчас на северо-востоке России. Вот. И вы знаете, он выстраивался очень интересно, поскольку это была междисциплинарная такая программа, где мы смогли быть вместе и культурные антропологи, и историки, и филологи, фольклористы. Для нас было очень важно обратить внимание на то, что мы рассматривали интеллектуальную историю как некий текст. И вот это то, что все-таки я имею такое семиотическое образование, помогло очень выявить некоторые культурные коды этого интеллектуального пространства. И вот частью этого культурного кода, безусловно, является и то, что мы говорим о так называемых, ну, тогда про них просто-напросто говорили, что это враги народа, которые были
ушли в эмиграцию, или это закрытые тексты нашей истории и культуры в то время, вот в советское время. Но тем не менее, совершенно правы те, кто говорит о том, что память народа всегда все сохраняет. И вот очень важно то, что именно возвращение памяти случилось в том, что мы очень много нашли интересных материалов, архивов за пределами России. Да, наши краеведы, наши коллеги, которые раньше работали, они начинали эту работу сначала, скажем так, в республиканских архивах, потом в наших региональных архивах, в архивах тогда Советского Союза. Но очень важно, что открылись границы, и мы можем сегодня, конечно, работать и с зарубежными архивами. И вот я считаю, что проект этот, речь идет о якутской эмиграции, как часть интеллектуальной истории, совершенно правильно Ларина Петровна говорит о том, что он должен иметь продолжение компаративистское, потому что мы сегодня будем говорить и об Америке, мы сегодня будем говорить об Австралии, Японии и так далее. Я прекрасно знаю, что мои коллеги в Бурятии, скажем, там в Туве, омские мои коллеги, которые здесь, мы можем сделать какой-то очень интересный и важный проект по энциклопедии, скажем, этнической миграции такой политической. Но дело в том, что всегда есть вдохновители в проекте. И вот я хочу сказать о том, что сегодня поблагодарить еще раз то, что я сегодня очень рада, Ларина Петровна, вас видеть в здравии, потому что мы действительно сейчас с этой пандемией у людей, конечно, такое настроение, что мы не можем встречаться, но я очень рада вас видеть, и я хочу сказать о том, что методология интеллектуальной истории, интеллектуальной культуры, она настолько хорошо раскрыла, настолько хорошо показала очень многие особенности интеллектуальной истории народа Саха, и в то же время она показала, насколько много есть общего у нас, потому что, конечно, это же, как мы всегда говорим, трансфер разных идей европейских. И это все, конечно, не могло не сыграть на формирование национальной интеллигенции. Поэтому я хочу сказать о том, что в этом проекте, в гранте этом, что мне кажется значимым, это новая методологическая программа. Это то, что мы постарались посмотреть на мир якутской миграции как на биографический нарратив. Для нас очень важно было понятие антропологии миграции. Для нас важно было персонали, их не так много, нам нужно о каждой персонале говорить, потому что малочисленная была все-таки якутская миграция, но связи, разные сетевые коммуникации, вот что для нас очень важно, вот что для нас очень интересно. И когда с Егором Петровичем мы решили подать конкурсную заявку в РФФИ, у нас сразу сложилось вот это название «Между Востоком и Западом», потому что мы знаем, как разрознена была, конечно, якутская миграция. Поэтому хочу сказать просто от себя, что интеллектуальная история как проект разрастается. И я очень надеюсь, что этот проект будет один из важных проектов, который соберет не только якутских коллег, региональных наших историков, но он будет намного шире и станет международным. Спасибо. Спасибо, Екатерина Назаровна. Сейчас продолжит Егор Петрович Антонов, один из наших известных историков и популяризатор, я даже сказал бы, исторической науки. Он очень часто публикуется в периодической печати, и всегда читатели с интересом ждут его статьи. Пожалуйста, Егор Петрович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник института. Пожалуйста. Спасибо, Олег Гаврилович. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Марина Петровна. Вот мы собрались сегодня по поводу презентации нашего сборника трудов, посвященных эмиграции. Вот. Я хочу здесь отметить, что в ходе реализации проекта гранта РФФИ мы накопили определенную источниковую базу, работая в Национальном архиве Финляндии, где удалось обнаружить труды членов финно-угорского научного сообщества. Это
Старостин, Егор Егорович Старостин, Семен Константинович Корнилов, Михаил Федотович. Вот их фольклорные самозаписи, это и словарные картотеки, вот, это воспоминания. Вот. Также ранее мы вот с Екатериной Назаровной работали в Южно-Сахалинском архиве, где вот хранятся документы Винокурова Дмитрия Прокопьевича, короля оленей, вот, да, с которым были знакомы члены Кабинета министров всей Японии. Вот, практически вся Япония его знала. Это политический вот, деятель, который предпринимал попытку созвать общий съезд якутской эмигрантов и поддерживал вот сетевые связи практически со всеми континентами, куда судьба забросила якутских беженцев. Вот. Это также вот Государственный архив Российской Федерации ГАРФ, где вот есть специальные вот фонды эмигрантские. Вот, и там тоже удалось вот обнаружить эпистолярный материал вот Зинзинова, который вот отбывал ссылку в Якутской области, и также вот материалы вот посвященные Винокурову Дмитрию Прокопьевичу и другие материалы. Вот. И также вот я хочу отметить вот также вот рукописный фонд нашей национальной библиотеки, вот сформированный многими нашими историками, краеведами, которые выезжали на Аляску, вот, покойным Василием Егоровичем, Василием Харсхалом, вот, это Якимовым Олегом Дмитриевичем и доктором исторических наук, Самсоновой Валентиной Андреевной, вот, бывшим директором Национального архива и другими. Вот. Вот. Также вот, я хотел бы особо подчеркнуть вот, это архив Брема, Хабаровский архив, вот где содержатся вот личные дела, вот тоже очень интересный архив, вот, и который позволяет вот как раз вот биографические данные, вот биографику осветить, вот, и также вот другие вот архивы, вот, в которых вот удалось нам поработать в ходе реализации этого проекта. Вот. Ну, здесь Екатерина Назаровна уже отметила вот сетевые связи. Действительно, они были вот посредством эпистолярных вот источников на основе вот переписки между эмигрантами. Вот. Они писали там и на латинице, и на кириллице, и бётлинговским шрифтом. Вот. Поэтому тоже это достаточно уникальный вот свод источников. Вот. Также вот эти политические взгляды Дмитрия Прокопьевича Винокурова, Сахалинского, вот, который вот написал политическую платформу. Вот, впервые он выдвинул идеологию паназиатизма. Вот, как нам хорошо известно, были идеи вот пантюркизма, панисламизма. А вот наш земляк, вот Дмитрий Прокопьевич Винокуров, вот как раз стал вот одним из идеологов идеи вот паназиатизма. Вот. Ну, также я хочу отметить вот адаптацию, на которой мы тоже вот разрабатывали в ходе реализации этого гранта. Конечно, это процесс был очень болезненным. Всем им приходилось начинать деятельность за рубежом с малооплачиваемого, с физического труда, вот, учиться много, изучать иностранные языки и даже вот принимать иностранные подданства. Даже такие случаи тоже вот были. Конечно, вот 20-е годы была очень сильно советская пропаганда. Вот, объявлялись реабилитации, и те, кто вернулся, вот, они все были репрессированы. Вот, по данным историков России, более 22 тысяч эмигрантов из Харбина, все те, кто вернулся на родину, они были репрессированы, в том числе и наши вот, якутские эмигранты, это Иван Кириллин, вот, это Новгородов, Ченеке Василий Иннокентьевич, вот, которого обвинили в том, что он вернулся на родину с целью вот, организации повстанческого движения Ксенофонтова, конфедералистов в 1927-28 году. Вот такие обвинения были выдвинуты. И другие. Вот поэтому вот по таким проблемам вот мы работали.
в данном проекте. И вот итогом нашего проекта стала вот книга, которую нам удалось опубликовать за счет гранта РФФИ. Благодарю за внимание. Спасибо, Егор Петрович. В сборнике, в этой коллективной монографии есть очень, ну, каждая статья очень ценна. То, что приведены факты, основаны на биографических данных. И мне кажется, вот Михаила Борисовича Башкирова статья тоже в этом смысле очень познавательная, с точки зрения очень интересная статья. Я хочу дать слово Михаилу Борисовичу, кандидату исторических наук, научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Пожалуйста, Михаил Борисович, вам слово. Да, добрый день. Скажите, как меня слышно? Да, отлично. Очень хорошо слышно, да, пожалуйста. Да, хорошо. Очень приятно сегодня вот слышать слова, которые прозвучали, и вот какой-то очень хороший у всех оптимистический настрой. Вот, и я рад, что вот эта тема, этот исторический сюжет, он обладает какой-то большой, хорошей перспективой для будущих, для дальнейших исследований, в том числе и компаративистских. И мне кажется, вот этот сборник, этот результат коллективного труда, он может стать таким хорошим камнем, основанием для дальнейших исследований. Вот, если позволите, я хотел бы рассказать и представить презентацию нашей книги. Я немного скажу обо всем сборнике, как он создавался, о некоторых аспектах, вот, и немного скажу о статьях, которые в нем представлены. Вот. Ну, также у нас, конечно, есть здесь авторы этих статей, и я думаю, они сами смогут и захотят сказать что-то о своих работах. Вот, и я думаю, у нас будет какая-то интересная сегодня дискуссия, обсуждение. Вот, и я сейчас так. Михаил у нас член редколлегии, поэтому вот мы ему дали возможность, чтобы он сделал презентацию широкую и немножко ознакомился со сборником. Да, скажите, пожалуйста, видно ли презентацию? Пока нет. Пока не видно, Михаил. Не видно? Так, Мгм. сейчас прошу прощения, секунду. Да, Да. видно. Вот появилась, да? Да, отлично. Вот, ну, первое, что мне хотелось бы сказать, что вот наш сборник – это фактически первый в российском интеллигентоведении междисциплинарный сборник, который посвящен проблемам историографии, интеллектуального наследия и биографики якутских иммигрантов. Вот, ну, как Егор Петрович и Екатерина Назаровна уже немного сказали о том, как он создавался, как рождалась эта книга. И я чуть-чуть продолжу. Вот, и биографические и интеллектуальные сюжеты, которые представлены в этом труде, они имеют довольно широкую географию. Вот, и нам удалось коснуться практически всех частей света. Это и Китай, и США, и Европа, и Турция. Вот, и то же самое касается авторского коллектива, авторов этой работы, потому что они представляют совершенно разные регионы России. У нас здесь есть и Якутск, и Москва, и Петербург, и Новосибирск, и Казань. Вот, и несмотря на то, что бэкграунд у всех научный довольно разный, но всех исследователей, как мне кажется, объединяет не только сходство проблематики, которую они исследуют в рамках данного труда, но и общность подходов. Вот. Что касается опорных точек, так сказать,
которые присутствовали в процессе создания этой работы, то вот такими опорными точками стали прежде всего эго-документы. Вот и Егор Петрович, и Екатерина Назаровна уже рассказали о работе, которая велась. И что касается других статей, которые связаны не только с якутской миграцией, но и с общероссийскими сюжетами, то здесь велась примерно такого же рода работа. Вот. И главная цель, которую мы все ставили перед собой, это было воссоздание интеллектуального ландшафта той послереволюционной эпохи. Вот. И также велась обширная работа в зарубежных архивах Финляндии, Польши, Франции, Японии и США. Вот. Также я бы хотел сказать, что во многом целью данной работы стало исследование якутской миграции как социокультурного феномена, и прежде всего в рамках исторической антропологии. И во многом изучение якутской миграции позволило объективно оценить масштаб интеллектуального и культурного забвения вот этого большого, обширного исторического пласта. И несмотря на наличие большого количества историков, которые принимали участие в создании этого сборника, многие вопросы российской, зарубежной историографии, которые связаны с российской диаспорой, с российской миграцией за рубеж в период 20-30-х годов, они оказались за скобками данного труда. Вот. Это связано во многом с тем, что внимание уделялось прежде всего вопросам антропологического характера, персональной истории, семейной и, конечно, интеллектуальной. Вот. Также в сборнике использовался обширный материал, фотоиллюстрации. И многие из этих материалов были опубликованы в рамках этого сборника впервые. Вот. Также мне бы хотелось сказать немного об отдельных статьях, которые попали в данное издание. И, само собой, в центре нашего повествования, так сказать, находились сюжеты, которые связаны больше всего были с жизнями и судьбами якутских иммигрантов, а также интеллектуалов, связанных с Якутией и шире с Дальним Востоком. Речь идет о Сергее Михайловиче Широкогорове, Владимире Зинзинове, о Михаиле Винокурове, Михаиле Корнилове, Старостинах, Рязанском и других. Но, тем не менее, в сборнике представлены работы, которые призваны осветить более широкий контекст исторических процессов, которые протекали в среде российской миграции. И очень условно я разделил эти статьи на своего рода маленькие блоки. Вот это деление, оно очень условное, потому что блоки, они по очень многим параметрам, по очень многим пунктам, они между собой пересекаются. И в одной статье могут затрагиваться проблемы из совершенно разных блоков. Ну, во-первых, это обзорная статья общая, которая была написана аспирантом Павлом Олеговичем Савиновым. И автор проанализировал в своей статье труды историков, краеведов, писателей и пришел к выводу о том, что в историографии отсутствуют до настоящего времени обобщающие труды по истории якутской миграции, где изучался бы опыт ее адаптации на пограничье Востока и Запада. И это требует, само собой, системного исследования, системного подхода. Вот, я со своей стороны надеюсь, что данный сборник, он сможет исправить этот пробел в какой-то степени. Вот. Второй блок
Опять же, это очень условный блок, который я выделил, и он призван осветить иммигрантскую проблематику в более широком ключе. То есть это не столько якутские сюжеты, сколько сюжеты, связанные с другими регионами России и вообще с российской иммиграцией в целом. Вот это моя статья «Проблема идентичности русской иммиграции во Франции в 20-40-е годы сквозь призму семейной истории». И статья Бахтияра Искандеровича Измайлова «Татарские ученые-иммигранты в поисках истоков национальной истории в первой половине XX века». И в данном случае автора интересует концепт национальной татарской истории в трудах татарских историков-иммигрантов Ачкура, Исхаки, которые обратились к истории изучения волжских татар, и Максуди, одного из авторов многотомной истории тюркских народов, которая в свое время стала основой для школьных учебников Турции. И в контексте упадка идеи пантюркизма среди турецких интеллектуалов. Вот. Также Бахтияром Искандеровичем была рассмотрена новая волна татарских историков-иммигрантов Курата, Губайдулина, Валиди, Батала. Я надеюсь, что я ударение правильно ставлю. Исхаки, вот, которые, овладев западными, так сказать, историческими концепциями и методологическими подходами, предложили совершенно новый взгляд на историю татарской нации. Вот. Что касается моей собственной статьи, то для меня это в каком-то смысле был такой новый, неизведанный опыт. И эта работа, она где-то напоминала даже работу над эссе или над документальным художественным текстом. Вот, и требовалось сделать определенные усилия, чтобы облечь этот текст в научные рамки. Источниковой базой для статьи послужили материалы нашего семейного архива. Устная история, а также связанные с этой историей нарративы и мифы, которые касались личной и групповой идентичности членов семьи. Вот. Также отдельное внимание я пытался уделить некоторым методологическим аспектам, которые были связаны с феноменом семейной памяти в контексте судеб русской эмиграции за рубежом. Вот. И в рамках этой работы меня интересовало прежде всего, как трансформируется личная и групповая идентичность русских во Франции. И эта идентичность, она была связана с большим комплексом образов представления об исторической родине. Вот, и в каком-то смысле образ воображаемой России и связанный с ней комплекс идей, он оказал влияние в прямом смысле оказал влияние на жизни и на стратегии представителей русской диаспоры. Вот. Третий блок, условно, он в наибольшей степени связан с заявленной темой, и речь идет о статьях Егора Петровича Антонова «Якутская эмиграция. Интеллектуальное наследие» и Екатерины Назаровны Романовой. Вот. И в своей работе Егор Петрович рассматривал интеллектуальный ландшафт якутской эмиграции за рубежом. И в статье речь идет о создании славянского отдела в составе библиотеки Конгресса США. Егор Петрович рассматривает его как важный интеллектуальный центр русской и якутской письменной литературы. Также автор анализировал развитие тюркологии в скандинавских странах, реконструировал литературные интерпретации событий революции, гражданской войны в России и рассматривал зарождение политических идей паназиатизма, которые были направлены на консолидацию азиатских народов вокруг милитаристской Японии. Вот. Герой Екатерины Назаровны Романовой – это Михаил Зиновьевич Зинзинов. Михаил Зиновьевич Винокуров, представитель русской старожильческой интеллигенции, который в 19 году эмигрировал в США. И ее исследования строятся на основе эго-документов,
дневников, переписки, художественных произведений, статей, фотографий, семейных документов, которые хранятся в Государственной библиотеке Аляски. И Екатерина Назаровна реконструирует биографический мир Винокурова, раскрывает его внутренний ландшафт, ландшафт переживаний, поведенческие стратегии в условиях эмиграции. И личный опыт адаптации якутского иммигранта состоял в своего рода манифестировании памяти, вот как некого связующего протяженного пространства с покинутой родиной. И проекты, которые он осуществлял в Америке, это библиотечный и православный архивный проект. В этом контексте они начинают представлять собой уже репрезентацию значимых фрагментов памяти прошлого и конструируют интеллектуальную и духовную среду российской миграции для того, чтобы создать русский мир за рубежом. Вот, но я думаю, Екатерина Назаровна еще сама сегодня расскажет о своем герое и о своей работе. Вот. Заключительный блок, он опять же тоже очень условный, очень условно можно называть его блоком. И в этом блоке представлены две фигуры интеллектуалов первой половины XX века. Это Зинзинов и Широкогоров. Вот. Ольга Николаевна Кузьменко написала статью «Якутия как место силы. Биографическая инициация Зинзинова». Ее интересуют множественные, не всегда очевидные связи иммигранта, писателя, революционера и этнографа Зинзинова с Сибирью. Ее задача была показать, как физические обстоятельства его жизни в Якутии, вынужденное проживание в арктических условиях, климат, погода, изоляция, одиночество, как все эти обстоятельства трансформировались в приобретение совершенно иного характера. То есть это научное открытие, размышления в одиночестве, установление духовной генеалогии, обретение новых ценностей, обретение традиционных знаний коренных народов. Ну, одним словом, как обстоятельства, в которые он попал, ему удалось трансформировать в совершенно ином ключе, в том числе и интеллектуально. Вот. И с одной стороны, концепт Сибирь для него, для Зинзинова, символизировал власть самодержавия и насилие над личностью, а с другой стороны, Ольга Николаевна приходит к выводу, что Сибирь оказалась для Зинзинова, и Сибирь, и Якутия, символом стремления к свободе и символом протеста против существовавшего режима. И в Якутии он осознал себя частью, таким вот своего рода звеном духовной родословной русских бунтарей разных времен. И интересный вывод, также к которому она приходит, он связан с тем, что, будучи в Якутии, Зинзинов смог, даже сам, возможно, не осознавая всего этого, выйти за пределы парадигмы внешнее-внутреннее и противостояние сломленность, и в интеллектуальном смысле как бы он смог себя заново реконструировать, заново обрести. Вот. Заключительная статья сборника – это статья Людмилы Ивановны Месоновой, и она посвящена эпистолярному наследию известнейшего ученого, этнографа Сергея Михайловича Широкогорова. И ее прежде всего интересовало пересечение путей интеллектуальных биографий русских ученых, вот, чье творчество было связано с вынужденной миграцией после 1917 года. И автор рассматривает уникальные эго-документы из польских архивов, из японских архивов, которые были посвящены вопросам лингвистики, этнографии, социальной антропологии, различных общностей, тунгусской прежде всего, и вопрос, связанный с тюркской идентичностью. Вот. И Людмила Ивановна рассматривала многолетнюю переписку Широкогорова, который находился в Китае, и
Владислава Людвиговича Котвича из Польши с 1924 по 1939 год. И в своей переписке они поднимали широкий круг вопросов, которые были связаны с проблемой происхождения тунгусоязычных народов, представлениями тунгусов об окружающем мире, тунгусской лексике, лингвистике. И что интересно, также они поднимали вопросы более широкого порядка, например, о состоянии советской ориенталистики, мировой ориенталистики, российской науки, вообще о книгопечатании, создании карт. И вот в этих письмах предстают такой очень конкретные вопросы научного дискурса того времени среди ученых-интеллектуалов, которые оказались в разных концах света, но тем не менее могли поддерживать отношения. Вот я на этом закончу. Спасибо большое за внимание. И я надеюсь, мы сейчас сами авторы этих работ смогут тоже... Да. Михаил Борисович, спасибо. Спасибо. Ага. Да, такой подробный обзор нашего сборника. А сейчас я хотел бы дать слово Валентине Юрьевне Волошиной, доктор исторических наук, профессора кафедры отечественной истории и политологии Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. И Валентина Юрьевна выступила рецензентом вот этого сборника. Пожалуйста, Валентина Юрьевна, вам слово. Спасибо. Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить организаторов за вот возможность этой встречи. Во-вторых, инициаторов благодарить вот этого проекта, на самом деле очень нужного, очень интересного проекта, что вот к вам такая мысль хорошая пришла, и вы так успешно ее реализуете. Надо сказать, что действительно, к сожалению, а может, к счастью, у нас такая огромная страна, что при всех возможностях коммуницирования, расширяющихся возможностях коммуницирования, мы все-таки контактируем еще недостаточно. Вот. И я могу сказать, что вот как и так получалось, что я достаточно часто бываю на иммигрантоведческих конференциях в Москве и в Питере, ну, потому что там как бы центр сосредоточен иммигрантоведения. Вот. И исследователей иммигрантоведов из Якутии я, честно сказать, не припомню. Вот приезжали всегда к нам, ну или часто приезжают, Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, ну вот до Урала тоже много. А вот из Якутии нет. И мне казалось, что нет иммигрантоведения в Якутии, а оказывается, есть. Я вот так была приятно удивлена и, в общем, с большим удовольствием вот этот сборник прочла, ну и рецензировала его. Поэтому вот еще раз спасибо вам за такую возможность, которая мне предоставлена была. Я вот сегодня совершенно согласна с тем, что говорили передо мной все выступающие, и в частности вот Ларина Петровна говорила о достоинствах этого проекта, и я могу сказать, что большая часть из вот задач этого проекта реализована в этом сборнике. Я полностью согласна с тем, что сейчас говорил Михаил Борисович, характеризуя отдельные статьи и, скажем так, ну, как-то представляя логику этого сборника, потому что действительно сборник хорошо структурирован, логика в нем прослеживается, вначале историографические общие подходы, а потом на основе вот междисциплинарности, и это достоинство сборника, междисциплинарности и методологии персональной истории, интеллектуальной истории рассматривается вот как те или иные стратегии реализовывались. Поэтому на самом деле сборник очень интересен, и он имеет, на мой взгляд, ряд достоинств. Во-первых, конечно, в первую очередь, это представление расширения источниковой базы, введение в научный оборот совершенно новых источников, которые для большинства иммигрантоведов, скажем, либо неизвестны, либо мало известны, потому что недоступны. И вот как раз
говорили уже здесь, что ведь используются архивы, наряду с отечественными архивами, используются архивы, например, Аляски, например, Финляндии, например, Франции. Вот. То есть зарубежные архивы, которые все-таки, ну, надо сказать честно, что не всегда доступны широкому кругу исследователей. Поэтому этот сборник вносит, безусловно, вклад в эмигрантоведение. Еще, на мой взгляд, достоинством этого сборника является то, что, по сути, вот, по крайней мере, я так думаю, не встречала просто больше, это комплексный такой сборник, действительно коллективная монография об якутской эмиграции. И вот здесь я хотела бы отметить еще одно, мне кажется, положительное качество этого сборника в том, что, или концепции этого сборника, правильнее сказать, в том, что вы не зацикливались на этническом компоненте, этнографическом компоненте. Вы рассматривали именно так иммиграцию из Якутии, как рассматривают в целом из России. То есть мы говорим о российской иммиграции. Мы не фиксируем, скажем, там, иммиграция еврейская, русская, украинская или белорусская. Безусловно, есть исследования на эту тему. Но в целом мы говорим о феномене русского зарубежья, имея в виду полиэтничность. И вот как раз у вас вы тоже рассматриваете якутскую иммиграцию не по, так сказать, не по этническому компоненту, а действительно это выходцы из Якутии, это правильно, потому что земля питает, и среда питает, и природа питает. И от этого избавиться нельзя, поэтому да, даже выходцы не из якутской национальности, а, скажем, русские по крови, они все равно представители якутской национальности, это очевидно. Вот. Еще мне показалось, вот меня, по крайней мере, очень заинтересовал сюжет, наряду с тем, что очень удачные очерки такие в методологии персональной истории. Например, я считаю, ну, совершенно блестящий очерк эссе у Михаила Борисовича о семье Рыгаловых. Я прямо, ну, с удовольствием прочитала его, и даже студентам порекомендовала его прочитать. Вот. Потому что это вот то, как в моем представлении, как нужно интересно и грамотно писать о семейных, на основе семейных воспоминаний, их использовать и как вот подходить к этим сюжетам. Но меня больше всего все-таки заинтересовал один сюжет, о котором еще не говорили. Это сюжет становления иммигрантской науки. Вот именно проблема взаимовосприятия формирующейся иммигрантской науки, в сборнике она представлена в лице татарских историков. Вот. И советской, и действительности, и советского научного сообщества. Вот так получилось, что в конце прошлого года мы с коллегами Валентиной Павловной Корзун, Дмитрием Михайловичем Каливатовым, который, к сожалению, вот в конце года скончался от ковида, вот, и Викторией Сергеевной Груздинской, мы написали коллективную монографию, которая называется «Из двух углов. Отечественный историографический процесс в оценке иммигрантских советских историков 20-30-е годы». На самом деле вот эта проблема взаимовосприятия и проблема вот взаимовосприятия прежне единых, так сказать, представителей единого научного сообщества, но в результате катаклизмов революционных, ставших разорванным на две ветви, иммигрантское и советское научное сообщество, эта проблема почти не изучалась, и как бы так, да, писали о иммигрантской науке, да, писали о советской, становлении советской исторической науки, но вот как они воспринимали друг друга, понимаете, они вышли из одного, что называется, гнезда, а как они вот разные реалии по-разному воспринимали, и как преломляли вот эти вот свои восприятия в научном творчестве, это на самом деле оказалось очень интересно. И мне показалось, что вот в вашем сборнике это тоже проблема, по крайней мере, вот на примере татарских историков, это тоже она прослеживается. И я так думаю, что, наверное, вот здесь, ну вот я для себя, например, вижу перспективы сотрудничества, а почему нет? Это достаточно было бы интересно. Было бы интересно. Вот. Но в целом я хочу сказать, что, конечно, сборник удался без сомнения.
что он, безусловно, будет существенным вкладом в развитие мигрантоведения, вот, и окажет помощь историкам, и не только историкам, и этнографам, и антропологам в изучении вот тех проблем, которые поставлены в сборнике. Спасибо. Спасибо, Валентина Юрьевна. Сейчас я хотел бы дать слово нашим авторам. Это в первую очередь Бахтияр Искандерович Измайлов, кандидат исторических наук, заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории имени Шигабуддина Маржани, Академии наук Республики Татарстан. И, уважаемый Бахтияр Искандерович, мне тут подсказывают, что мы от имени организаторов хотим вас поздравить с днем рождения. Вы вчера отмечали свой день рождения. Так что, Бахтияр Искандерович, большое вам спасибо за участие и всех вам благ. Пожалуйста, Бахтияр Искандерович, вам слово. Спасибо большое за поздравления, уважаемые коллеги. Я, в свою очередь, поздравляю вас с выходом этой замечательной книги. И, как уже отмечалось предыдущими докладчиками, это большой труд вашего института. И отдельно нужно сказать вот то подвижничество и те усилия, которые приложили вы, Егор Петрович, Екатерина Назаровна. То есть благодаря вашим усилиям, конечно, вот этот сборник вышел в свет. Кроме того, на мой взгляд, это вот эталон проведения мероприятий и подготовка сборника. Я тут включаю и организация круглого стола в формате Zoom онлайн. Кроме того, и презентация сборника сделана. Вот все на высшем уровне. И, на мой взгляд, это такое вот эталонное представление книги и организации научного процесса вот в условиях современного мира. В свою очередь, я тоже хочу поблагодарить вас, ваш институт, Институт исследований, гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера за возможность участия в этом проекте, поскольку мы уже на круглом столе это обсуждали. Действительно, на мой взгляд, очень много точек соприкосновения и очень интересные аспекты выявляются при сопоставлении вот различных региональных процессов, особенно вот, в том числе в области иммиграции. Как уже правильно было отмечено, наверное, мы часто вот этот процесс иммиграции рассматриваем несколько так широкими пластами, не всегда вникаем в некие индивидуальные вот, биографии каждого из этих иммигрантов, какое интеллектуальное наследие он оставил. И, на мой взгляд, это вот для современного мира и для самой России это, конечно, очень важно. Я вообще тоже хотел сказать, что, наверное, вот на примере Татарстана, и вот я вижу, что в Якутии примерно те же процессы проходят. То есть какой-то в постсоветский период происходит постепенное обретение вот этого интеллектуального наследия, которое оставили иммигранты. И тут вне зависимости, как было правильно сказано, от национальности, все они выходцы вот из этой огромной Российской империи, которые принесли вот огромный багаж знаний, ну, на вынужденную родину, где они, в общем-то, продолжали создавать свои интеллектуальные труды. И они касались в первую очередь самой России и осознания России, понимания того, как развивается Россия. Вот что касается татарских ученых-иммигрантов, здесь я еще вот подумал о том, что вот в прошлом году в Татарстане была подготовлена и шел большой процесс подготовки стратегии, так называемой стратегии татарского народа, развития татарского народа. То есть были попытки, и вот они успешно завершены были, создать стратегию, которая бы говорила о том, как должен развиваться татарский народ, в том числе вот как раз в интеллектуальное его развитие происходило. И самое, что интересно, обращение происходит тому интеллектуальному наследию, которое было сформировано вот в начале 20 века. То есть я заметил, что, и я думаю, что для всего российского общества это актуально, вот понимание общества самого себя может быть только через призму того интеллектуального наследия, которое было создано даже вот в начале 20 века, если мы говорим, и оно продолжает быть актуальным. А уж я не говорю о том, что вот целый ряд интеллектуалов, которые покинули Россию, в конечном итоге их наследие, которое постепенно сейчас обретается в постсоветский период, оно, конечно же, тоже дает значительную
огромное количество мыслей и понимания того, как, в общем-то, развивалась и должна развиваться, в том числе, вот, например, татарская нация, вот, если применимо к Татарстану. Кроме того, в Татарстане примерно те же процессы проходят. Вот у нас не так давно мы сумели попасть в Японию, где нашли архив замечательных трудов Гаяза Исхаки. Он издавал несколько лет издавал замечательную газету. И вот это тоже наследие, которое долгое время было просто не освоено, оно сейчас появляется, мы перевезли этот архив, сейчас его изучают. Но тоже, то есть прошел целый период, когда сначала мы такими широкими мазками изучали вот эти эмигрантские волны, потом появились отдельные биографические труды по тем или иным деятелям эмиграции. Сейчас же идет вот осознание, понимание вот этого интеллектуального наследия. Оно, мне кажется, вот так активно вводится в научный оборот, создаются новые на основании этого научные исследования. И во многом, вот действительно, здесь на круглом столе, когда мы обсуждали, наверное, ключ к пониманию вот этого наследия – это вот как раз методы интеллектуальной истории, которые позволяют сделать востребованными вот эти труды российских иммигрантов. Я еще раз благодарю вас за возможность поучаствовать в этом проекте. От имени нашего института истории имени Шахбудина Марджани, я вот поздравляю коллег и от имени директора Салихова Ради Каримовича тоже поздравляю с выходом этой книги. Могу сказать, что вот сложились такие замечательные отношения между нашими институтами, когда мы активно участвуем в конференциях друг друга, участвуем в изданиях наших институтов. На мой взгляд, вы начали такую мощную и серьезную тему по иммиграции, что вполне можно ее расширить и создать вот целое направление по региональной миграции. И действительно, я думаю, можно найти очень много интересных аналогий между различными регионами и опытом их вот этой как раз иммиграции. На мой взгляд, вышедшая книга, она может быть стать таким вот первым этапом для понимания и изучения вот этой региональной иммиграции. Спасибо большое за внимание и спасибо большое за возможность участвовать в этом проекте. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Бахтияр Искандерович. Сейчас я хочу дать слово автору сборника Павлу Олеговичу Савинову, аспиранту Института истории Сибирского отделения РАН. Павел Олегович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Слышно меня, да? Да. Слышно. Ну, я бы хотел поблагодарить старших моих коллег с выходом сборника. Также хотел поблагодарить отдельно Егора Петровича Антонова и Екатерину Назаровну Романову за предоставленную возможность участвовать в данном проекте, а именно в гранте РФФИ по исследованию якутской эмиграции. Спасибо большое, больше нечего добавить. Спасибо, Павел Олегович. Мне кажется, да. Можно я очень немножко, интересно. Да, можно я Екатерина, немножко про пожалуйста. Павла скажу? Дело в том, что всегда в гранте мы считаем, что должен быть молодой исполнитель, который бы мог влюбиться в тему и почувствовать вот это вот ощущение энергии тех времен. В этом плане мы с Егором Петровичем считаем, что Павел справился со своей обязанностью. Он как аспирант очень тщательно работал в библиотеках, искал материалы по историографии. Вот. И просто я хочу пожелать молодому исследователю, чтобы у него в его работах, в его статьях все-таки была та методология, которую мы за эти 3 года
научили, наверное, нашего молодого исследователя. И, во-вторых, конечно, я думаю, что такие очень интересные пересечения, как иммиграция, как гражданская война, вот это ощущение, когда мы видим, что общество раскалывается и так далее, все эти процессы, у вас близко к этому тему, я очень надеюсь, что у Павла будет хорошая диссертация, потому что этот грант ему помог почувствовать, во-первых, вот энергетику таких фундаментальных проектов раз, а во-вторых, все-таки, что очень важно, он прикоснулся к современной методологии. Спасибо. Егор Петрович. Также я хочу поздравить вот Павла с публикацией в нашем сборнике. Хочу отметить, что вот научным руководителем Павла Олеговича является доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник музея Института истории Галина Михайловна Запорожченко. Вот, она является специалистом, крупным специалистом по истории кооперации в Сибири. Желаю вам успехов. Спасибо. Да, Павел Олегович сделал очень нужную, мне кажется, работу в этом сборнике. Это очень полезно. И я хотел бы дальше перейти уже к обсуждению, к свободному микрофону. У нас участвует через Zoom 65 человек. Сейчас мне подсказали, что присутствует Кушнарева Маргарита Дмитриевна, доцент, кандидат доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного университета, автор монографии о деятельности купцов Кушнаревых. И Маргарита Дмитриевна, она потомок известного якутского купца Кепсима Кушнарева. Маргарита Дмитриевна, пожалуйста, вы здесь? Пожалуйста, вам слово. Маргарита Дмитриевна, мы вас не слышим. Видимо, так, у нас что-то опять со связью, да. Сейчас я вижу, что присутствует в нашем разговоре известный дальневосточный ученый, доктор, профессор Амир Александрович Хисамуддинов. Амир Александрович, пожалуйста, мы хотели бы услышать ваше мнение. Один из самых уважаемых исследователей вот, истории миграции. Пожалуйста, Амир Александрович. Спасибо большое. Я весьма признателен за то, что меня пригласили. Я хотел бы сразу, так как я не смог, к сожалению, поучаствовать, так как заболел вирусом и оказался в больнице, хотя написал уже доклад, набросал национальная идентичность. И я хотел бы сказать, здесь национальная идентичность для меня это, наверное, вопрос весьма важный, так как я всю свою жизнь, я имею в виду в начале, прожил в Якутии. Мой отец работал во всяких геологоразведочных партиях, и я учился в национальной якутской школе, и даже отец меня называл якут, потому что я говорил, что я по-якутски говорю лучше, чем по-татарски, потому что татарский мой родной язык. Идентичность, конечно, это один из важнейших вопросов, который я понимаю. Как-то в Лос-Анджелесе я встретился с одним греком, который ни слова не говорил по-русски. Это был русский центр. И этот грек, я спрашиваю его, почему вы оказались в русском центре? Он говорит, я русский. Он ни слова не понимает по-русски. Потом я стал выяснять, что он с Крыма. То есть он родился в Крыму, потом оказался в Америке. И так он стопроцентный американец. И для меня это яркий пример того, что идентичность гораздо сложнее, чем я ее воспринимал. Для меня это был, наверное, один из важнейших уроков идентичности, потому что мы можем воспринимать человека по этническому, по каким-то историческим факторам, но не воспринимаем, как он есть. Вот, к примеру, я для вас, живущий в Владивостоке, до сих пор себя называю якут. Вот меня как можно сказать, что я, конечно, я не выгляжу как якут, но у меня есть образование якутское, и для меня родина Якутия, потому что я и помню хорошо и Айхал, и Уснеру, Усьмаю, вот в тех местах, где я жил, и у меня, может быть, сейчас потеряли связи с Якутией, но я воспринимаю себя как якут.
И теперь скажите, вот из сидящих, кто может меня идентифицировать по-другому? Я идентифицирую, самоидентификация. Вот здесь, наверное, важнейший вопрос, который я понимаю с точки зрения теории. Ну и небольшое как бы примечание, я хотел бы тоже сказать. Мне не очень нравится, когда говорят «малые народы». Я больше придерживаюсь все-таки понятия коренные народы, потому что коренная народность – это как раз люди, которые всегда жили. Коренные. Малочисленные народы, ну, знаете, наверное, я малочисленный народ во Владивостоке, якут. Вот я малочисленный народ в Якутии. Не знаю, некоторые, наверное, посмеются. Ну и, конечно, я бегло просмотрел весьма ценный сборник. Ну, я его получил только сегодня. Но в некоторых вещах с точки зрения терминологии меня немного как бы, ну, поразили. Вот, к примеру, якутский эмигрант в Америке. Я его не воспринимаю. Как это понять? Якутский эмигрант. Эмигрант, въезжающий в Америку, он будет эмигрант. А там он уже, я бы назвал, может быть, это гораздо сложнее, американец якутского происхождения. То есть он, национальная идентичность гораздо сложнее, чем мы ее там воспринимаем. Потому что, да, еще в XIX веке американцы говорили, американцы русского происхождения, что человек может использовать русский язык для коммуникации. Это как бы теоретическая часть. Он использует русский язык. Как он может быть? Я, к примеру, ну, достаточно долго жил в Америке, и меня мало кто воспринимал, допустим, как татарин или якут. Они мне все говорили, что я русский. Хотя для меня это, наверное, было тоже немножко смешно, потому что я не воспринимаю себя русским, потому что я татарин. Мои родители оба татары. У меня был первый язык татарский, а потом, вот, как я говорил, учиться. Но сборник мне очень понравился. Всем спасибо. Счастливо. Спасибо большое, да, за участие и ваше мнение. Да, очень интересно, конечно. Сейчас я хотел бы попросить сказать слово Лилию Иннокентьевну Винокурову, кандидат исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований. Лилия Иннокентьевна, пожалуйста, вам слово. Лилия Иннокентьевна, вы здесь? Мы работаем где-то более часа. У нас присутствует где-то 60 с лишним участников. Коллеги, если есть желающие, пожалуйста, вы можете написать в чат, выступить желающие. Или, значит, Лилия Иннокентьевна. Так, Пока готовится, может Да. быть, я поблагодарю Амира Александровича, потому что мы ведем с ним переписку. И, конечно, мы очень ждали тоже вас на круглом столе с докладом. Мы поняли, что что-то случилось такое. Берегите себя, Амир Александрович, главное вам здоровья. Вот. А что касается идентичности, как этнограф, я понимаю, что это настолько сложное понятие. И вы знаете, вот в этом плане очень важно, что в сборнике очень много эго-документов. Вот этот, как бы сказать, реконструированный мною ландшафт переживания Михаила Зиновьевича Винокурова показывает все-таки то, что он считал местом силы все-таки и свою Якутию родную, точно так же, как вы себя сейчас все время говорите о том, что вы якут. Конечно, это все намного сложнее, но, наверное, вот в этом-то и тоже, скажем так, один из интересных методов биографический, когда мы стараемся реконструировать внутренний мир героя, которого мы вот взяли. И я думаю, что Винокуров, даже то, что он говорил о том, что он бы хотел, чтобы его похоронили в Якутии, вот эти какие-то странные разговоры с обкомом в 70-е годы, о том, что он сюда присылал письмо, чтобы его архив сюда после смерти был вывезен. Все это все-таки говорит о том, что он местом, он считал, что да, он иммигрант, но все равно я думаю, что мы можем здесь сказать о том, что он был якутским иммигрантом, потому что все, что он делал, он приходил в семью, говорил на якутском языке,
писал письма, чтобы наши другие эмигранты, которые были из Якутии, все-таки у них была лучшая жизнь и так далее. Вот здесь все-таки мой герой для меня был в первую очередь человеком, который очень много хотел для развития своей Якутии. Вот почему я и пишу о том, что для него очень важна память, как протяженное пространство Якутии. Вот я все-таки думаю, что здесь применение того, что я пишу о нем как о якутском эмигранте, может быть, это и как один из моментов, я говорю, ландшафта переживания, а с другой стороны, конечно, они там все уже как и американцы и так далее. Но в том-то и дело, что мир якутской эмиграции, мы так и пишем в сборнике, а этот мир якутской эмиграции, у него очень много разных стратегий адаптивных, но в основе этих стратегий все равно лежит все-таки концепт памяти. Все думают о том, как сейчас развивается Якутия, какая она в их представлении должна быть. Спасибо. Спасибо. Просит слово Эржен Владимировна Хилханова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра по национальным языковым отношениям Института языкознания Российской академии наук. Пожалуйста, Эржен Владимировна, вам слово. Спасибо, да, за предоставленное слово. Ну, должна сказать, что я лингвист, да, но, собственно, это видно из представления. Вот если бы мне совершенно случайно вот не прислала Фрима Иннокентьевна Васильев, которая здесь, я вижу, тоже присутствует, вот эту ссылку, я бы даже не знала, что такая вышла книга, вот, ну, было бы, конечно, очень жаль. Но дело в том, что, хотя вот я работаю в центре, основная задача которого – это изучение языковой политики, языковой ситуации, да, вот в нашей многонациональной России, тем не менее, вот я тоже последние годы занимаюсь миграцией. Ну, там отдельно, конечно, истории, да, почему так вышло, да, почему такая тема, вот, и в частности, вот у меня был проект в 2016 году, который назывался «Язык и этническая идентичность нерусских мигрантов из стран бывшего Советского Союза в Западной Европе». Вот, и было полевое исследование там в Германии, Франции, там некоторых там, других странах. Вот, и сейчас вот мы готовим совместную вот, коллективную монографию там, с австрийскими учеными, да, которые занимаются непосредственно бурятской миграцией. Я вообще из Бурятии, да, хотя сейчас вот я вот в Москве живу и работаю. Вот. И мне, конечно, это вот было интересно, и я, надо сказать, впечатлена вот тем, что я услышала вот об этой вот коллективной монографии. И мне кажется, вот то, что сейчас вот говорили вот коллеги, да, ну, многие вещи, да, в частности, что вот можно создать вот целое направление по региональной эмиграции, это вот это вот, мне кажется, очень интересным, и я бы вот как-то вот, ну, поддержала, да, и подумала, ну, призвала бы, что ли, да, чтобы, ну, вот как-то вот об этом вот подумали мы все, вот, имели друг другу в виду, там, возможно, вот надо как-то обменяться там контактами и так далее. Вот. И методология, вот, которая использована была в этой монографии, да, персональные истории, вот, интеллектуальные истории, сейчас лингвистики то же самое, ну, тренды вот, в гуманитарных науках, они же примерно одинаковые, да, вот языковые биографии у нас сейчас тоже вот, популярны, и вот это все тоже, мне кажется, очень правильным и актуальным, да, то есть для этого настало время. Вот. Ну и, и вот если бы вот так вот мы поработали, как-то вот объединив усилия, мне кажется, вот можно было бы что-то, ну, достичь очень интересных результатов. Ну, так вот, если вкратце. Спасибо. Спасибо, Эржен Владимировна. Мы вот упоминали сегодня уже в выступлениях и Екатерину Назаровну, Егор Петрович, Василий Егорович Васильеве, писателе Харасхале. Он занимался вот исследованием истории эмиграции якутской, изучал в архивах, начиная с 2000-х годов. А сейчас вот как раз я хочу дать слово Татьяне Васильевой, которая живет и работает в Хельсинки, Финляндии. Она вот как раз помогала Василию Егоровичу в его поисках. Татьяна, пожалуйста, вам слово. Буквально недавно она опубликовала очень интересную статью на сайте Сахадиаспоры. Спасибо. Татьяна, пожалуйста. Включите звук, пожалуйста, не слышно нас. Добрый день, дорогие земляки и товарищи историки со всей России. Спасибо большое, что дали возможность
посмотреть, поучаствовать в презентации вашего сборника. Меня зовут Татьяна Васильева, я живу здесь, в Финляндии, с 2003 года. Родом я из Якутии. Я работаю в городе Хельсинки в библиотеке, у нас очень большая библиотека, и я как раз, я много лет работала в библиотеках разных стран, да, вот в Финляндии, и с прошлого года я как раз вот ответственный за комплектацию книг на русском языке, и кроме русского еще эстонский, еще у меня мои другие, там, которые другие языки, на которых говорят иммигранты Хельсинки, 10 языков, там турецкий, курдский, арабский, сомали и еще другие языки, неевропейские языки. Так что я очень благодарна Егору Петровичу, что он сам предложил прислать книгу в дар библиотеке, и когда она прибудет, я ее лично каталогизирую, и она будет в коллекции библиотеки города Хельсинки. У нас очень много русскоязычных читателей, и в городе Хельсинки вроде проживает 10 тысяч русскоязычных жителей. Ну и вот как Олег Сидоров сказал, что я помогала Василию Харасхалу собирать информацию о эмигрантах, якутских эмигрантах в Финляндии. И у меня был, не только вот то, что я как землячка, и у меня еще был такой родственный интерес. Вот, брат моего деда участвовал тоже в движении конфедералистов, но его, к сожалению, расстреляли тогда в 1928 году. Он был якутом, но он знал эвенский язык, потому что он воспитывался у эвенков в Ушмае, и его использовали как агитатора. И поэтому он показался, наверное, опасным участником, и его, к сожалению, расстреляли сразу тогда вместе с Артемьевым и с другими руководителями восстания. И поэтому у меня был очень такой личный родственный интерес к нашим землякам, которые смогли сбежать из Соловецкого лагеря в Финляндию. И потому что наши исследователи, которые Екатерина Назаровна, Егор Петрович и, конечно, Василий Егорович Васильев-Харасхал, они использовали архивы, но так как я живу здесь, я знаю финский и шведский, оба государственных языка Финляндии, и я пыталась по-разному искать информацию о них, и не только в архивах, еще в воспоминаниях участников войны, которые вспоминают наших якутов тоже. Об этом я рассказала в своей статье, и я еще тоже, конечно, очень много помогала и искала информацию для Василия Егоровича. Статья эта моя вышла на прошлой неделе только на сайте sahaopenworld.org. Это сайт якутов, которые якутян, проживающих за границей. И у нас очень хорошая, активный коллектив, и пытаемся писать там на разные темы. И у меня под рубрикой «Исторические заметки» вышла эта статья про якутян, которые оказались в Финляндии. Я бы хотела... У меня очень много тут рядышком книг. И я хотела показать книгу Харри Халена «Кулкумия». Я пока слушала вас, я пролистала, и там она рассказывает... называется «Кулкумия», это по-русски будет как «бродяги», да, и финско-восточная гостевая книга, можно так перевести, и там очень, не только про наших якутов, там страниц 20 написано, и еще про других гостей или людей, которые посетили Финляндию в разные годы. И там и буряты есть, и калмыки, и нагайцы, и арабы,
и, ну, конечно, якуты. И в том числе я еще нашла вот этого Ламута Гаврила Никитина, вот его фотография. Он учился в 30-е годы или в конце 20-х в Ленинграде тогда, вот в институте Герцена на, как называется, вот которых народов Крайнего Севера там. И он учился тогда, да, и он оттуда приезжал вот по обмену или по какой-то там причине в Финляндию, и его с ним общались, например, тюрколог Мatti Räsänen. У меня тоже случайно тоже оказалась книга его родственников. В прошлом году я вот ее узнала, и они пишут, что его репрессировали, так как он ездил в Финляндию, может быть, у него какие-то там контрреволюционные или какие-то идеи, мысли появились, и его, к сожалению, тоже репрессировали. Вот, очень хорошая такая, ну, интересная книга, правда, она очень старая, 86-го года. И еще хотела вот как Харви Хален, который проживает в Хельсинки, он сам финн и шведского происхождения, у него жена русская, он хорошо знает по-русски, и вот он, к счастью, жив еще, он знает очень много про русскую эмиграцию в Финляндии, и вот я вот как бы даю его имя Харви Хален, вот его данные можно найти. А также, ну, в общем, я литературу там я привела статьи, если хотите, можете ознакомиться. И я, конечно, не историк, я писала, чтобы популяризировать историческую тему среди земляков-якутов, которые проживают за границей, и также, так сказать, и еще вот хотела рассказать, что не только про Финляндию, и еще то, что наш земляк, он окончил свою жизнь в Швеции, как мы нашли его могилу, про это я рассказывала. В общем, большое спасибо, Екатерина Назаровна, Егор Петрович. Я прочитала вашу книгу, которую вы прислали в ссылке, и я очень надеюсь, что эта книга выйдет, прибудет в Финляндию. Я, как сказала, я включу ее в коллекцию библиотеки, а также всем участникам сборника. Было очень интересно читать и про татаров, про русских в Париже. Это для меня, как эмиграция, российская эмиграция, очень интересная тема. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Ну, мы работаем уже 1,5 часа, и если нет вопросов или желающих выступить, я думаю, мы идем к завершению. Поэтому я хотел бы попросить Екатерину Назаровну, как инициатора, как руководителя, как вот этого проекта замечательного. И мне кажется, этот сборник, эта книга станет таким, ну, важнейшим, одним из важнейших событий нашей исторической науки. Пожалуйста, Екатерина Назаровна, вам слово. Лия Иннокентьевна так и не подключилась, да, я хотела очень услышать ее. Если больше нет выступающих, я, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто сегодня принял участие. Вот. И очень приятно, что мы Татьяну увидели, потому что последняя командировка, которая была у нас, это была Финляндия, и после этого у нас уже случилась пандемия. Так что Таня была последним, как скажем, человеком, которого мы видели за границей. Спасибо, Татьяна, что подключилась. Вот. Я сегодня с очень большим интересом послушала наших коллег и действительно думаю о том, что нам надо продолжить этот проект, безусловно, потому что этот сборник или коллективная монография, это, конечно, только первый этап в изучении широкой, очень большой темы
иммиграции. Тем более, что мне бы хотелось бы, чтобы в эту тему влились бы истории, жизненные истории, биографии наших других, скажем так, героев из других национальных республик. И я тоже поддерживаю то, что наши бурятские коллеги хотели бы вместе с нами работать. Я думаю, что нам, наверное, надо всем объединиться и, может быть, начать с того, что сначала, может быть, сделать большой проект, связанный с РНФ. Вот здесь вот если Лариса Петровна еще не вышла из эфира, можно было бы с ней проконсультироваться, потому что мне кажется, что вот большой проект РНФ с такой вот темой широкой, где мы могли бы еще и подключить наших коллег, которые единомышленники, которые сейчас и за рубежом, которые помогли бы нам с архивами и так далее. Мне кажется, это вот была бы большая, очень хорошая такая основа для большого проекта, куда бы мы включили татарских коллег, бурятских. Думаю, можно еще подумать о ком-то. Наши сибирские коллеги. Кстати, омские наши коллеги не подключились, да, Егор Петрович? Потому что я думала, что, может быть, выступит еще второй рецензент, Суворова наша, дорогая наша коллега из Омска. Вы знаете, разговор состоялся очень, скажем, продуктивный. Очень много разных сразу же встает тем, которые можно было бы больше, может быть, в какой-то мере расширить, продолжить. Я думаю, что, Егор Петрович, завершение нашего гранта РФФИ не означает, что эта тема закрыта. Так, Егор Петрович, вам, пожалуйста. Коллеги, вот Инна Игоревна Юрганова просит слова, внести предложение. Да? Инна Игоревна, пожалуйста, вам слово тогда. Да, я очень... Меня слышно? Здравствуйте. Слышно, ага. Я очень кратенько, поскольку завершается. Ну, во-первых, большое спасибо. К сожалению, я вот не сначала не смогла подключиться, но то, что я услышала, это очень интересно. Очень. Я не принимала участие в этом сборнике, к сожалению, не совсем моя тематика. Очень интересно и по выступлениям, и по географическому охвату участников этого мероприятия. Но у меня вот, в общем-то, небольшое предложение есть на фоне того, что я услышала, прочитала. Я Екатерине Назаровне уже его как-то озвучивала. Вы знаете, вот в контексте вот этой тематики, о которой сегодня очень много говорилось, мне бы хотелось предложить, вот опять же в рамках того проекта, который вы замысливаете по иммиграции, может быть, Екатерина Назаровна, все-таки мы запланируем что-то и по Винокурову, потому что это действительно семья, которая сыграла значимую роль в жизни республики, это просветители, это большие интеллектуалы, и вот здесь говорилось об одном брате, да, который в Америке жил, но были еще другие братья, которые тоже изучаются. Может быть, мы в рамках вот, будущего проекта что-то по ним тоже запланируем. Мне кажется, это тоже будет и интересным, и востребованным. Спасибо большое. Инна Игоревна очень правильную тему подняла. Вы знаете, вообще вот духовная, интеллектуальная культура, конечно, там скрепы во многом являются и какие-то семейные династии, безусловно, и фамилия Винокуровых очень известная фамилия, она связана и со священниками. Вот, поэтому, Инна Игоревна, то, что мы раньше с вами обсуждали, я вообще вот сейчас вот как раз сказала о Российском научном фонде, вот такую бы большую тему, мне кажется, она бы имела бы, наверное, большой какой-то резонанс, потому что эта тема очень широкая, она связана и с патриотическим воспитанием, сейчас и с понятием русского мира, этой иммиграции. Поэтому, Инна Игоревна, спасибо вам. Ну вот предложение о том, что сделать большой проект по региональной иммиграции, и там должны быть какие-то очень интересные сюжеты, безусловно, я поддерживаю. Я думаю, что мы должны об этом обязательно подумать. Егор Петрович, я думаю, тема не закрыта, да, ведь это? Да, вот как раз Егор Петрович сейчас поставит точку в нашем сегодняшнем разговоре. Егор Петрович, пожалуйста. Всем спасибо. Мы благодарны всем участникам сегодняшней презентации нашей книги. Вот я хочу поблагодарить Олега Гавриловича Сидорова, председателя правления Ассоциации писателей Якутии, журналиста, публициста, исследователя, кандидата политических наук.
Вот. Я также хочу поблагодарить директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Сарглану Васильевну. Ну, Сарглана Васильевна – это наш человек. В нашем совете защищала кандидатскую диссертацию по истории библиотеки. Вот. Поэтому мы тесно сотрудничаем с Национальной библиотекой. Вот. И уже привыкли презентации проводить в этом историческом зале библиотеки. Вот. И также вот я присоединяюсь вот к тем добрым словам, которые вот сегодня мы услышали, которые сегодня прозвучали. Вот Екатерина Назаровна также вот поддержала. Это вот идея о кооперации, вот, о новых проектах. Вот тема эта благодатная, история иммиграции, вот, получила вот широкий отклик среди коллег-историков, вот, гуманитариев из других регионов, из Татарстана, из Бурятии, из Сибири, Дальнего Востока. Поэтому мы всегда вот открыты и будем продолжить вот эту деятельность. Уважаемые коллеги, вот может быть у нас будет исторический форум в Красноярске в сентябре. Может быть, нам там сделать площадку такую по иммигрантоведению? Как вы думаете? Вот, может быть, нам, потому что действительно тема очень интересная, и она объединит нас всех. Давайте подумаем, потому что вот этот вот исторический форум, я посмотрела, там много что связано и скажем, с культурной антропологией, с историей. Вот на стыке, мне кажется, интеллектуальная наша история, культура в рамках, в контексте иммигрантоведения, может быть, давайте, может быть, там сделаем свою площадку. Это может быть секция, круглый стол. Это очень хорошее предложение. Мне кажется, имеет смысл действительно сделать. Вот, и продумать, и, может быть, уже в рамках этого, ну, там, или круглого стола, или секции, подумать и вот над тем проектом, о котором вы говорили, Екатерина Назаровна. Спасибо всем. Я думаю, что это начало еще большого исследования, да, сегодняшний разговор. Спасибо всем. Еще раз благодарим нашу библиотеку, Национальную библиотеку. И успехов всем, здоровья, да, берегите себя. До свидания всем. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо. Спасибо. Спасибо.